Ну что, потихоньку собираемся. Сегодня у нас 2 февраля 2022 года. Как бы день как день, ничего обычного сегодня. Что у нас, среда? Завтра четверг, у нас уже поздний вечер или уже ближе к ночи. Время 10 часов 25 минут. Вот сегодня с утра я сходил в поликлинику, сделал себе ревакцинацию, ну, вернее, мне сделали, да, потому что планово как бы пришло время делать, соответственно, ревакцинацию, чтобы обезопасить себя от заболевания и, соответственно, чтобы получить QR-код, потому что QR-код кончается вот у меня уже скоро, в феврале. Поэтому сегодня вот сделал, вот мне сразу дадут QR-код через какое-то время в госуслугах. Ну и, соответственно, надо вот уже делать ревакцинацию. Поэтому пришлось идти. Ну как, я пришел туда. Сначала я, значит, вчера позвонил по телефону 122. Там, значит, набрал, где консультация по коронавирусу. Там отдельный добавочный номер идет. Там меня проконсультировали, что ревакцинацию можно сделать, ну, во всех поликлиниках города с 8 утра. С собой надо иметь паспорт, медицинский полюс, ИНН, потому что вот эти данные, они указываются в анкетах, заполняемых перед вакцинацией, ревакцинацией. Ну, соответственно, там перед этим меряют температуру при входе в поликлинику. То есть у вас не должно быть никаких, соответственно, болезненных ощущений, температуры и так далее. То есть вы должны быть, по идее, здоровыми. Тогда вам сделают вакцинацию, ревакцинацию. Что у меня и было. В общем-то так. Что, люди потихоньку собираются. Такие вот у меня есть инструменты для... Ну, это все термометры, кстати. Можно их сегодня проверить. Они разные. Вот это ртутные термометры, это электронные термометры. Один вот бесконтактный, а второй такой вот. А это пульсометр, да, оксиметр. Содержание кислорода в крови им можно мерить. Также пульс. Такие приборчики, надеюсь, у многих есть. Ну, термометр это, по крайней мере, у всех. А вот, конечно, бесконтактные или же вот эти пульсометры, оксиометры, они еще не у всех. Но все равно надо иметь, как бы они недорогие, поэтому если вы приобретете его, он много денег вас не отымет. Но если у нас покупать, то, конечно, это будет стоить в пределах там 1000, 1500 и дороже, да, вот такой прибор. А если где-то заказывать в Китае, да, то, ну, соответственно, раза в 3 дешевле. Так, что там еще? Ну вот показать, вот такая книжка у меня есть, сертификат профилактических прививок. Ну, мне кроме этого еще выдали справку, ну, с печатью, подписью врача, значит, фельдшера, который меня, значит, проводил ревакцинацию. Ну, и такая книжка есть, тоже я как бы завел ее. Сейчас вот вам покажу эту страницу, где вот у меня отметки есть об прививке, вот, пожалуйста. Вот, то есть у меня вакцинация была произведена спутником Ви
Здорово, Никос Нейм. Здорово, Тимофей. Ага, там что, уже кто-то что-то пишет? Привет, привет. Так, всем привет, кто смотрит. Так, то есть вот здесь вот видно, что у меня вакцинация была год назад, 26 января. Первый укол, второй укол 16.02 был произведен, то есть уже год прошел. Ну и вот сегодня не Тима, Тимофей, Никос Нейм. Ну, Тимофей, вы, да, сокращение, да, правильно. Тимофей, значит, мое полное имя. И вот сегодняшняя дата, Спутник Лайт, вот тут какие-то обозначения, вот все, у меня все официально есть. Ну, еще говорю, выдали бумажку такую, в виде такого, как бы, ну, бумажки такой, значит, тоже с печатью, проведенной ревакцинацией, что мне туда вкололи в руку. И, соответственно, вот эти вот документы у меня есть. Такая вот книжечка, сертификат профилактических прививок. Вот вы тоже, у вас тоже должна быть, по идее, такая книжка. Она выдается, значит, в поликлинике, поэтому вот мне удобно хранить как бы эти все отметки, чем на отдельных каких-то разрозненных бумажках. Тут у вас все данные, в общем, должны быть в этой книжке собраны по вашим проведенным прививкам вам. Так, что-то там не написали. Давайте прочитаем. Тимофей как строганина. Строганина шикарно, да, шикарно. Рыбка продается. Берете рыбку, значит, ее покупаете значит, на рынке. И, соответственно, ее, пока она не оттаяла, замороженная, ножиком острым, ее режете. Ну и, соответственно, надо маканинку, вот этот перец с солью, соответственно, и туда макаете быстро-быстро, пока это не подтаяло, не растаяло. Съедаете. Ну, надо, конечно, строганинку, рыбу проверять перед тем, как кушать, чтобы она была чистая, то есть без всяких там соответствующих животных внутри. А то, значит, будут потом последствия. Придется идти к врачу, который вам пропишет определенные лекарства, которые убьют этих животных, которые могут у вас завестись. Из оленины, строганины, не, что-то я не рискую с оленины, строганину. С мяса вообще не рискую. Есть мясо сырое, хотя, значит, многие как бы едят его, да, но не рискую. Я все-таки за тепловую обработку, даже рыбу эту и то боюсь, как бы, потому что, ну, по внешнему виду, по срезу можно, если вы не разбираетесь, можно просто не определить, она опасная, не опасная, там зараженная или какая. Поэтому строганинка, конечно, вкусно, но надо ее, рыбу, подбирать хорошо, чтобы кушать. Строганину даже, извините, из селедки делают. Поэтому можете сами сделать. Любую рыбу берете, замораживаете в холодильнике. Лучше, конечно, уже в мороженом виде ее приобретать и делать. Ну вот ценятся особенно породы рыб северные, чир, омуль, там, нельма и так далее, такого плана рыба, потому что она жирненькая и вкусная, соответственно. Термометр ртутный изымают, и же продажи вредные на электронные переходи. Никос Нейм написал. Ну кто изымает их? Они продаются. Кстати, ртутные термометры, они меряют более точнее, чем электронные. Вот сегодня, кстати, произведем с вами такой эксперимент, сравним показания вот этих ртутных вот этих термометров. 3 ртутных, электронный, вот этот бесконтактный. Вот, посмотрим. Так, ну что, люди потихоньку приходят, уходят, да? Ну, давайте сначала, для начала исследуем мой
мое, значит, состояние кислорода в крови. Приборчик. Я люблю вот так вот, чтобы они были в упаковочке заводской. Как бы они лучше сохраняются. Потом к приборам надо бережно относиться, соответственно, чтобы они у вас правильные замеры делали. Чтобы не валялись где попало, а были вот в упаковке и желательно в каких-то определенных местах. Так, включаем кнопочкой. Ну вот здесь у нас табло, мы можем его поменять. Так, это вот расположение. Вот так вот, наверное, удобнее. Да? Так, теперь мы что делаем? Тут есть типа вот прищепки, да? Такая штука. Мы сюда засовываем палец и смотрим. Так, выключился, да? Выключился. Включаем. Но надо все это делать неподвижно. Неподвижно. Не знаю, видно там или нет, но вот у меня показывает пульс 66. И содержание процентное СПО2 96, 97. То есть вот это показание содержания кислорода в крови должно быть не менее 95. Вот видно, да? Пульс показывает. Вот. Но сейчас я немножко убрал, и это кислород в крови. Дернул пальцем, ага, показания изменились, поэтому надо неподвижно вот это все производить замеры на руке в состоянии покоя, естественно, чтобы у вас были точные замеры. 96, 66 пульс, то есть в общем-то нормальная, да, у меня все. Вот такой приборчик, у него питание, тут батареечка какая-то небольшая. Где она? Сейчас покажу вам. Что-то не открывается. Туговато идет. Ё-моё. Извините, что приходится мне вот так вот шептать, потому что, блин, засела. Там батарейки, не буду сейчас ломать ее, 3 вольта мизинчиковые, 2 штуки. Их получается 2 штучки мизинчиковой батареечки, вот здесь внутри они находятся. То есть мы определили, что после вот этой ревакцинации у меня, в общем-то, сатурация в норме. 96-97. Пульс тоже в норме. Так, убираем его. Опять вот так аккуратненько складываем все это внутрь. Такая заводская как бы упаковка. Ну, приборы надо так и хранить. В общем-то, бережно, чтобы они у вас правильно измеряли. А то многие жалуются, что у них начинает как бы вот эти все ломаться, неправильно показывать что-то. Ну, конечно, если его кинуть куда-нибудь в батареи, да, или на солнце, там, на окно, и будет там валяться, там, не знаю, в таком открытом виде, то все что угодно может, конечно, случиться. Любые инструменты, приборы надо хранить, естественно, в закрытых каких-то шкафчиках, в тени. Такие требования. Так, дальше термометр вот такой, да, давайте померяем мою температуру. Тоже термометр с Китая, стоит он 300 рублей, электронный бесконтактный термометр. То есть у него мы видим вот здесь вот датчики. Вот тут сейчас я вам покажу, как фокусируйся. Алло. Ну, сфокусируй. То есть видно там датчики, да, 2 дырочки такие, которые бесконтактным способом какие-то лучи направляют на тело, и, соответственно, мы можем померить температуру. Давайте, каким образом он включается. Вот так вот кнопку нажимаем, вот он включился. Так, low, низкая температура. Ну, правильно все, потому что я сейчас не меряю, а я меряю температуру стола, он мне показывает. Потому что под человека сейчас измерение температуры человеческого тела. Давайте руку. 36,2. Вот у меня рука, ладонь. 36,4. Давайте голову померяю.
36,5. Вот температура лба у меня. Так, что еще померить? Давайте подмышку померяю. Так, подмышка, подмышка чуть выше, 36,9, да, ну, в общем-то, как там все время, да, там 36,6. Кстати, мы будем замерять, вот, наверное, подмышечную зону, да, тестировать ртутные приборы, которые кто-то утверждает, что якобы запрещенные, потому что там ртуть. Но они наиболее точные у нас, да, то есть подмышка у нас 36,9. Так, со времени вакцинации прошло уже 12 часов. Ага, когда мне сделали ревакцинацию, поэтому... Так, давайте, вот такой ртутный термометр есть у нас. Вот такой вот ртутный термометр. Так, стряхиваем температуру. Этот термометр, получается, у нас Германия написано. Ну и тут сертификаты я вижу уже российские, как бы, да. То есть это какого года производства, на нем не написано, к сожалению. Почему-то не указывают, да, но уже более позднее время. Давайте сделаем замер. Или давайте вот так, как, ну, да, сделаем замер им. Так, я стряхнул. То есть у нас сейчас вот видно, да, 30, ниже 36 градусов стрелка, вот это ртутный столбик видно, да, ну, меньше 36. Так, берем, сколько там времени надо мерить. Сейчас подмышку я ее положил. Так, ну, конечно, подмышку я вам не буду показывать, да, не столь это как бы такое дело интересное. Ну вот, сейчас я могу сужить 17-20, 17 минут, то есть, ну, 2 минуты хотя бы надо подержать под мышкой. Потом, какой у нас есть вот такой вот термометр, он такой вот уже более, ну, я не знаю, точно, не точно это, вот, то это тоже российский сертификат, тут даже есть какая-то печать, 13Г что-то, АВФ. И тут российские сертификаты. То есть, понятное дело, что он уже российский, да, термометр. Так, еще какой есть. Надо убирать. Может быть, это этот чехол от старого термометра. Или, может, попутали их. Чехлы эти не описывают. Так, а вот этот термометр у нас вот тут. Это еще советский термометр. Вот здесь вот такие большие цифры. Ага. И у него, в отличие от этого термометра уже российского, вот видите, да, какая разница? То есть он по величине длиннее. То есть здесь вот оно как бы все вот так плотно-плотно. А здесь шкала более удобная. Значит, замер идет от 34,5 градусов, да, до 42. До 42 на обоих, да, но здесь вот шкала более вытянутая на старом термометре. Вот видно, да? Сейчас покажу. Вот этот сверху новый, а этот снизу старый термометр. Видно, да? То есть наглядность у старого термометра, она выше. То есть можно, люди как бы бывают с плохим зрением, вблизи не видят. Вот удобнее, конечно, таким термометром пользоваться. Так, сколько там времени произошло? 19 минут. Я в 17 поставил, да? Ну, 3 минутки подержать надо, пока он прогреется. Термометры надо, соответственно, их, они сначала комнатной температуры, понятно, да? Температура тела выше комнатной, то есть его надо прогреться, то есть это надо время, чтобы минутки 3-5 он находился в зоне рядом, ну, в непосредственном контакте с человеческим телом. Ага. Ну, обычно у нас принято в подмышечной зоне мерить, где-то там за границей, там во рту меряют, ага, соответственно. Ну, его можно случайно съесть, поэтому у нас с целью безопасности меряют подмышкой. 36,6 обычно температура нормальная составляет. Так,
20 минут уже. Ну, давайте посмотрим, сколько градусов у меня в подмышечной зоне. Так, вот, пожалуйста. 36,4. 36. Ну и 36,5 будем там. Между 36,4 и 36,5. Стрелка ртутного столбика. Так. Кстати, посмотрим размеры шкалы. То есть вот у этого, да, у российского термометра тоже она очень плотная, да, 35, но она чуть шире, да, получается. Но температура измерения у него меньше. У него с 35, а здесь 33 и 5. 33,5 вот у этого. Но она тоже довольно такая плотненькая, да. То есть наглядность у него хуже. Так, далее берем вот этот термометр. Значит, российский, потому что у него есть сертификат. Ростест. Стряхиваем. Так, вот сколько градусов видно, да, на нем? 35. Сейчас 35,3. Угу. Так, берем подмышку. Его закладываем. И делаем замер. Так, время сейчас 22 минуты. Пускай столько же, минуты 3-4 он побудет. И потом мы посмотрим, сколько градусов. Так что вот, кто вакцинацию делал год назад, чтобы у него был QR-код действующий, надо перевакцинироваться. А то будут проблемы, соответственно. У вас при где-то уже есть довольно жесткие условия. Там даже на кассе тебя просто без QR-кода не отоварят. Соответственно, куда-то заходить без QR-кода невозможно. Посещать кинотеатры, театры, значит, рестораны. Вот это все надо QR-код у нас. Пока QR-кода не отменили, соответственно, наверное, в ближайшее время, это с полгода, год еще их, я думаю, не отменят, поэтому необходимо иметь сертификат, да. Ну, что, такие вот условия жизни, конечно, вакцина, она нужна, она спасает жизни, поэтому, значит, вакцинироваться необходимо. Ну, если у вас, конечно, есть какие-то противопоказания, то, соответственно, надо брать справку у врача, если сейчас такую дают. А то я слышал, что ее, в общем-то, и отменили. Как бы, поэтому, в общем-то, сейчас вакцинацию делают. Ну, на выбор есть разные вакцины. Коронавак есть, потом Спутник Лайт есть, потом есть Спутник Ви 5. И, соответственно, можно выбрать ее по желанию. То есть вы приходите и называете, какую вам вакцину поставить, и, значит, вам ее ставят. Ну и вот это вот Спутник Ви, это двухкомпонентная, то есть делают 2 укола с очередностью в где-то 2 недели. И поэтому она более действующая, говорят, да, чем вот эти вот однокомпонентные. То есть, ну, в общем, вакцина ставится на полгода. Через полгода требуется очередная ревакцинация. И таким вот образом. Так, сколько времени? 25 минут. Я, по-моему, 22 минуты, да? Ставил, положил градусник под мышку. Сунул, да, засунул. Таким вот образом.
Еще немножко подождем, чтобы он прогрелся. А то бывает, что термометр не прогретый, он не совсем корректно показывает. Поэтому надо его четко заложить и померить температуру минут 3-5 однозначно. Так, что-то все люди где-то бегают, да, сегодня рабочий день. Сейчас время у нас, я вам точно скажу, составляет 10 часов 50 минут, ну 49-50 минут уже, да. То есть в центральной полосе России там у нас время 6 часов позднее. Это 4 часа 50 минут, 16 часов 50 минут. Так, вот 26 минут уже, 20. Ну, давайте еще поддержим. Давайте еще. Ну, вот термометр такой будем с этим сравнивать. Медицинский, цифровой. Свинг технология какая-то. Мега дисплей, супер быстрый. Гарантия 3 года. Звуковой сигнал. Короче, все плюшки, фишки. Погрешность написано плюс-минус 0,1 градуса Цельсия. Тут даже по-английски, смотрите. Тут, ну, чуть позже, да, вот Америка, США, Нью-Джерси, написано производитель, партнер, Россия, Москва. Ну, посмотрим. Так, далее. Все, время у нас вышло, 27 минут, держали достаточно. Вот этот показывает, ртутный, вы помните, показывал 36,9 у меня температуру. Этот показывает у меня 36,8 градуса. Угу, правильно? Да, 36,8. Так, понятно. Отличается. Ну, потом можно будет перемерить. Так, теперь берем советский термометр. Такой вот он, советский ртутный термометр. У него уже стряхнутая, в общем-то, 36,1. Ну, давайте еще стряхнем. Надо термометр, когда вы стряхиваете, крепко его держать в руках, а то бывает вылетает. Если так вот его тряхнуть, он бывает вылетает и разбивается. Но в любом случае ртуть, она вредная, да? Если она выделит... Ох, как я тряхнул, хорошо. Температура сейчас ниже 35 градусов. Вот там видно. 34 и... Ну, понятное дело. Так я его стряхнул. Теперь делаем закладку под мышечную зону. И делаем замер. Так, опять сейчас у нас 28 минут. Минуты 3 надо. 4-5 продержать его. И посмотрим. Так, пока про этот термометр поговорим. Термометр цифровой. МДТ-14. Да, свинг технологии. Что за свинг технология? Включение-выключение термометра встряхиванием. То есть на нем нет кнопки, а чисто вот таким потряхиванием вы его включаете, выключаете. Дисплей с особо крупными символами размером 1 сантиметр на полсантиметра. Ничего себе. Диапазон измерения от 32 до 42,9. Время измерения от 45 секунд. Влагонепроницаем, ударопрочен. Допускается дезинфекция спиртовым раствором. Так, универсальный, подходит для эксилярного, орального и ректального измерения, да? Ну, все понятно, аксиллярный это где под мышкой, да? Оральный это во рту, ректальный это анус у нас, да? Так, внутренний источник питания 1,5 вольт на 4000 измерений. Автоматическое отключение, сохранение в памяти результате последнего измерения, удобный пластмассовый футляр. Ну как? Давайте посмотрим его. Опа. Такое там внутри инструкция тоже есть. И вот он такой, упаковочка вот такая вот. У него пластиковая, так легко он вынимается. И
Вот у него есть вот эта измерительная головка. Тоже написано, значит, где он произведен. Его тип. Сертификаты Ростеста есть. Ну и так вот он включается. Просто встряхиванием. Оп, тряхнули, вот он заработал. Видно, да? L. Значит, низкая температура. Вот что-то. Давайте просто рукой вот так вот возьму. Действительно, довольно большие такие вот эти вот цифры. Большие, удобные. То есть человек с плохим зрением в сумерках он может увидеть показания, что удобно. Вот на таком термометре, конечно, что-то рассматривать очень сложно. Угу. Там надо, значит, соответственно, надо лампу включить, а вот этот, у него очень большие буквы, цифры. Так, вот он начинает прогреваться, я вижу, да? Прогревается. И температура повышается. Там сколько время измерения составляет у него, так, 45 секунд. От 45 секунд. То есть, что надо опять его, чтобы он прогрелся, желательно до температуры человеческого тела, тогда он вам точные результаты покажет измерения. А так холодно, если вот чисто вы головку нагреете, он вам не точно показывает. Надо его подержать возле себя и, соответственно, на теле потом уже делать замеры точные. Ну, вот он таким образом он все померил, как бы, да, и зафиксировал показания. Еще раз встряхивание. Вот он, видно, да, погас. Погас. Теперь еще раз встряхиваем. Вот опять он засветился. То есть никаких здесь нету кнопок, которые могут поломаться. Вот так вот просто такими потряхиваниями мы включаем, выключаем его. Внутри тут маленькая такая батареечка. Две тут их кругленькие такие. Но они продаются. Можно поменять без проблем. Тут сверху крышка вот это вот снимается, и там батарейки находятся. Вот он сигналом подает уже, что сделано измерение. 36,1 вот у меня вот пальцы получается этим термометром. Так, все убираем. Ну, он потом сам выключится, кстати. Тоже функция автовыключения существует. Так, еще минуточку подержим. Интересно, вот эволюция, да, чехлов. Раньше, сейчас вот такие вот пластиковые чехлы делают. Кстати, довольно в дефиците у нас термометры вот эти ртутные. Ну и они очень сильно подорожали из-за этой в процессе вот пандемии. Они раньше стоили вообще, я не знаю, там 100 рублей-то, наверное, стоили, да? А потом они стали расти в цене, их резко пропали они с продаж, резко пропали, потому что появился большой спрос и резко пропали. Потом они уже появились, но уже с более высокой ценой, где-то в 5 раз дороже уже. То есть вот такой термометр трудный, он уже рублей за 500 стали его продавать. Довольно хороший навар получили те, кто продает все эти инструменты измерительные. Да, и в целом, конечно, эта сфера аптечная, она хорошо, да, заработала на масках, на всяких разных средствах обработки антисептических и так далее. Ну, таблетки, они постоянно растут в цене. Я уже не знаю, на что это влияет. Какие-то периодически пропадают, потому что их раскупают, в аптеках не найдешь. Ну, сейчас, в общем-то, я знаю, что те, кто заражен коронавирусом, а ему дают таблетки бесплатно. Государство обеспечивает
таблетки, потому что покупать там одна упаковка что-то 500 рублей, и надо их на весь курс лечения, значит, несколько упаковок, то есть у вас сразу может вот уйти чисто на таблетки 1002. 1002 элементарно. Так, тут что там написал, давайте почитаем. Так, термометр тут не изымают, и же из продажи вредные электронные переходи. Ну вот мне что-то не нравится электронные, тем, что мне менее точно показывают почему-то, хотя те пишут, что нормально. Никос, в Кремле там собираешься? Ну да, собираюсь, но если, как говорится, все в руках Всевышнего, поэтому, значит, как надо еще дожить. Хотелось бы, конечно, поехать на оздоровление, но еще надо дожить. Я считаю, что еще рановато, конечно, на эту тему точно говорить, но, конечно, хотелось бы, да, выбраться. Дай бог опять, значит, у нас будут вот эти пожары, то есть это задымленность, не вдохнешь, не выдохнешь, поэтому ну, посмотрим. Заранее говорить что-то нету желания особо. Так, смотрим температуру. Я уже достаточно поддержал. Так, этот термометр показывает у нас, так, вот, 36 и 8 десятых. Ну, 36, вот здесь более точно, 37 и ближе к 38. 36,8. 36,8. То есть он показывает вот одинаково вот с этим вот ртутным. Так, а вот этот почему-то первый замер, который делали, он показывает 36 и 4 десятых. Давайте его стряхнем. Еще раз делаем замер. Так, стряхнул хорошо. Вот видно, что у него температура сейчас на нем ртутного столбика ниже 36 градусов. Делаем закладку под мышечную область и производим измерения. Да, про эволюцию вот этих чехлов. То есть сейчас вот они такие пластиковые. То есть мы вот этот термометр его сюда вот так вот в дырочку тут соответственно вставляем. Колпачок этот сверху. И вот таким образом он у нас хранится. А вот это советский еще термометр. Советский, вот такой вот большой у него дисплей. Больше, чем удобнее смотреть. Ага, у него вот такой вот чехол. Он более так вот. Не по цвету совпадает. Вот такой картонный чехол был. Из картона сделанный. Ну и у него вот тут, там еще обычно в конце и здесь ватка закладывалась. Ватка. Вот здесь вот она, ватка, находится. Чтобы как бы смягчить. Вот, то есть вот так вот мы закладываем. И сверху вот с крышечкой. Кстати, я не ощущаю здесь ватки. Может быть, подложить ее, чтобы он более мягко, лучше сохранился. Вот чехлы у нас, ну, в принципе, и тот нормальный. Как бы в этом просто видно, что внутри находится. Здесь не видно. Ну, здесь, в общем, и понятно, что термометр там внутри. Просто не видно, что в данный момент вот там находится. Можно только по весу определить. С термометром, соответственно, тяжелее, чем пустой. Вот этот пустой, допустим, да, он совсем легкий. А этот уже тяжелый, где внутри термометр. Так, сколько там времени прошло? Сейчас давайте посмотрим, что он уже прогрелся, термометр. Давайте так вот еще немножко посмотрим. Так, ну и сейчас мы после еще раз измерения ртутным термометром замеряем цифровым термометром, который продается у нас в аптеках. Он сертифицирован, у него есть соответствующий
Вот сертификат Ростеста. Всего можно продавать в Российской Федерации. И на него соответствующие есть документы, тем, что он проверен. Так, интересно бумажку достать отсюда, посмотреть, что на нем написано. Вот такая бумажка внутри. Ну, обычно бумажки не читают, их сразу выкидывают, но все-таки там бывает интересная и полезная информация. Ну, вот здесь идет описание, что как делает, какие есть измерения. Смотрите, у него вот видно, значит, сколько часов служит источник питания, 200 часов, но это в режиме измерения, да. ГОСТы, чему он соответствует, каким нормативным документам. Так, ну и вот здесь вот процедура измерения, да. Вот измерение, способы измерения температуры, пожалуйста, термометром. Какие есть? Оральное измерение, быстрое измерение температуры взрослых. Удобно разместите кончик термометра во рту, плотно прижав его языком. Ну, то есть языком, да? Просто прижимаешь. Потом ректальное измерение. Рекомендуется для измерения температуры у маленьких детей. Дает наиболее точный результат измерения температуры. Да, ну поскольку ребенок, он вертится, крутится, значит, ему сложно где-то термометр этот удержать, то используется вот ректальный метод. Аксиллярное измерение, наименее точный способ измерения температуры. Разместите датчик термометра в середине подмышечной впадины и плотно прижмите его рукой. То есть наименее точный, то есть подмышечный способ, здесь написано, что он наименее точный. То есть вот к этому способу, к которому мы привыкли мерить. Ну вот, да. Оказывается, такая информация. Так, ну что, сколько там у меня градусов? Посмотрим на этом термометре. О, поднялось, да, поднялось. То есть я в прошлый раз не домерил, да. Вот он показывает 37 градусов. 37. Да, на 1 градус погрешность, на 1/10 градуса погрешность, да, ну как бы она и есть, да. То есть в пределах допуска термометра у него гарантирует 1/10 градуса. Так, теперь берем, то есть что у нас определилось, что ртутные термометры показывают одинаково, да. Теперь берем вот этот термометр. Так, его стряхнем. Оп, вот он погас. Теперь его вот так вот дернули, он заработал, и подмышечную зону его ложим и смотрим. Так, сколько там минут-то надо его выдерживать под мышкой. Почитаем. Так, аксиллярная до 5 минут. Вот видите, да, аксиллярный подмышечный способ до 5 минут. И нужно сравнить будет температура, какое вот, чем отличается аксиллярная от орального, допустим, да. Ректальная, наверное, не стоит делать, я думаю, так. Срок гарантии 3 года. Посмотрим чисто какое во рту и какое, значит, да. Ну, в общем-то, получается, что это 36,9 градусов показывал у нас термометр этот. Он, в общем-то, примерно точно, да? Примерно тоже с температурой, что и здесь. Мы сейчас сверим. Так, у меня уже запипикал. Поэтому, 37,2. Что-то он завышенно у меня показывал. Температура в подмышечной зоне. Давайте вот этим термометром посмотрим, сколько будет градусов под мышкой. Так, 37,1. Слушайте, ничего, к вечеру начала температура повышаться, похоже. Но это в пределах допуска, то есть
как бы они говорят, что возможно к вечеру, что в процессе дня там, ага, 37 градусов, вот этими электронными, да, 37, там, где 37,3 было у меня, 37, 37, что он одну и ту же температуру показывает, 37, еще раз, 37 градусов, 37. Давайте этот встряхнем, еще раз сделаем замер. Посмотрим. Ну вот видите, да, какие разбросы. То есть вот этот показывает, ртутные показывают 36,8, даже один 36,7, а этот сразу показал 37,3. То есть офигенную температуру. Вот как можно верить? Как вот эти три ртутных термометра нам показывают одинаковую температуру. А этот показывает, хоть он сертифицирован, он температуру показывает выше, чем вот эти вот. Причем существенно выше. Это 2 на 0,5 градуса. Обалдеть. Хотя погрешность у него вот написано здесь в инструкции, у него погрешность 0,1. Да? О, все запипикал. Так. О, 37,1. 37,1. Может, пока я вот подмышку ее открывал, она у меня остыла. Давайте еще сделаем, еще замер пока он не остыл. Меряет довольно быстро, 45 секунд. Так, хорошо, это надо прижать. Ну, конечно, он безопаснее, да, чем термометр ртутный. Но, блин, вот если такая погрешность, то она довольно высокая. И причем вот у меня еще были термометры такие цифровые, да, тоже они что-то не то показывали по сравнению с ртутными термометрами. Поэтому говорят, что меряют вот такими термометрами, это быстрое измерение, да, но оно не точное, поэтому меряют уже более точно вот таким ртутным термометром. Они все используются. Не знаю, кто их запретил. Так, ну сейчас вообще что-то 36,7. Ну как вот вообще можно доверять таким показаниям? То есть вот взяли его, достали с упаковки, там он остывший, комнатной температуры, сунули под мышку, там через 45 секунд у вас сигнал о том, что измерение произведено, оно показывает непонятно что. Там еще сунуть как-то надо его правильно, чтобы он касался тела плотно. А то бывает засунешь, он там где-то болтается и непонятно что. Конечно, он замерит. Но я заметил, что эти термометры, надо их сначала прогреть на себе, чтобы он приобрел температуру человеческого тела, потом уже делать измерения. Так, пищит. Не знаю, слышно? Ну что такое? 36,8. У меня температура понизилась. Может быть, я остудил вот этим термометром подмышку себе. То есть он забрал на себя. Ой, не знаю. Но сейчас он показывает ту же температуру, что вот эти вот показывают. А до этого 37,3 показывал. Ну как вот, не знаю, вообще. Или у меня так температура, что ли, прыгает тело быстро. Но она же не может так быстро прыгать. Человеческий организм довольно, он же имеет массу, объем. И, соответственно, он так быстро не может менять свою температуру. Хотя, может быть, я и ошибаюсь, не медик, поэтому могу что-то ошибаться. Сразу вас предупреждаю, все это, все эти измерения, все эти, значит, мои рассказы, все это
носят сугубо мои, как бы, мою точку зрения, а моя точка зрения может быть не совсем корректная и правильная. Надо поэтому не верить всему, что вам говорят, конечно. Тут иногда сам говоришь, даже сомневаешься в том, что говоришь, как бы, и поэтому что, что теперь, какие выводы делать. В любом случае вам все правильную информацию даст только специалист, врач, соответственно. Потому что я смотрю много довольно в интернете советчиков, которые советуют то, другое, это, ну, в целях здоровья, да, а в общем-то это бывает не всегда верно и может сказаться на здоровье людей, которые верят этому всему. Поэтому в любом случае надо лечиться в соответствии с указаниями лечащего врача, которые имеют для этого все полномочия. Так, ну вот, я продержал 36,8. Ну, не знаю вообще, не знаю, мне вообще, короче. То есть тут, ну, давайте вот еще раз сделаем замер, да, этим советским термометром. Еще раз я замер сделал. Может, у меня температура понизилась, пока я тут с вами разговариваю. Так, вот я стряхнул его, да, стряхнул, ну, практически до нуля я встряхнул его, до самого-самого. Делаем закладку, 52 минуты. Так, и сейчас минуты 3-4 мы его поддержим и посмотрим, что он будет показывать, какую температуру. Ну, вот, все-таки вот здесь написано в этой инструкции, что аксиллярное измерение, то есть подмышечное, да, оно наименее точный способ измерения температуры, наименее точный. То есть, чтобы точно измерить, надо во рту делать измерение, либо в анальной части, в ректальной части. Ну, там тоже своя температура. Температура в разных зонах человеческого организма, она разная, поэтому вы должны знать, прежде чем мерить, какая нормальная температура в этом месте. То есть в подмышке она может быть меньше, чем, допустим, во рту или же в ректальной части. Так, посмотрим комментарии. Что кто, пока никого. Писал Никас Нейм. Ну, ждем. Так, что вам еще хорошего рассказать? Ну вот, в общем-то, про свои ощущения расскажу во время проведения прививки. То есть вначале вы подходите, туда вам записываться предварительно нигде не надо. Значит, просто у вас померяют при входе температуру электронным термометром. Затем вы пройдете в кабинет, где делают вакцинацию. Перед ним вы заполните формы, бланков. Там надо указать номер паспорта, номер СНИЛСа и номер страхового полиса медицинского. Поэтому вы должны знать, как бы потом по анкете ответить там на ряд вопросов. Если у вас нету никаких противопоказаний, там температуры, вы в данный момент не болеете, врач вам делает допуск к проведению прививки, и, значит, все, вас вакцинируют или ревакцинируют. Ну вот таким образом я сегодня подошел в поликлинику. Ну, было уже где-то часов, наверное, 8:30 времени было. Но мне пришлось где-то с полчаса сидеть в очереди ждать, пока я заполнил эту анкету.
И пока дошла моя очередь, вот с полчасика я подождал, потом зашел. В общем-то, меня просил врач, значит, об моих ощущениях. Ага, значит, сделал мне допуск, отметки там какие-то на компьютере произвел. И, значит, непосредственно вот, медсестра, она мне сделала укол в левую руку, верхнюю часть, ну, куда обычно прививки ставят. Ну, потом залепили мне вот этой полоской. Угу. И все, она до сих пор вот у меня прилипшая. Кстати, интересно, почему-то не выключается индикация. Может, через более долгое время делает сам выключение. Минут через 10. Даже можно здесь почитать, сколько времени он выключается. Потому что постоянно он не может быть включенным, иначе батарейки разрядятся в течение нескольких суток, и все. Потом придется вам где-то эти батарейки искать, бегать. Вот написано: термометр автоматически отключится через 14 минут после окончания измерения. Вот что оказывается. Так, 56:40. Так, уже стрим идет. Сейчас еще немножко поддержим и посмотрим. Поэтому, если вы хотите более точно измерить, вы сразу берите пару термометров, вот так вот, да, и их под мышку в одно место засовываете, и он вам, по крайней мере, покажет температуру с двух разных приборов измерительных. Так, ну что, все, да, наверное. Плохо, и, конечно, что нет вот этих сигналов, сколько времени прошло. Чисто интуитивно можно посмотреть. Так, вот показывает 36 и 0,7. 36,6, 36,7. То есть, в общем-то, вот нормальная температура. Ну, пока я сидел с вами балякал, да, в течение вот 50 минут у меня температура спала на 0,2 градуса с 38 до, ну, или на 0,1, да, на 0,5 где-то так, 1,5–2 градуса спала. То есть я остыл, пока с вами разговаривал, что, в общем-то, хорошо даже, да. То есть получается, что вот такая вот беседа спокойная, размеренная, она успокаивает организм. Так, 36,8. Так, давайте стряхнем вот этим, померяем еще раз. Мне просто интересно. Стало. Надо его прогреть. Сейчас поддержим, потом сделаем измерение. Так, ну эти термометры мы сейчас закладываем обратно все футляры, чтобы они были в целости и сохранности. Так, это у нас советский термометр ртутный. Сюда его ложим. Так, это у нас уже российские два термометра. У них ну вот это точно российский. А тут я не знаю, Аврора, Германия, Берлин. Это Евросоюз, что ли, да? Метки. То есть тут тоже российского нету значка. Ну, тут есть вот это Евро. Ну, это вот этот более поздний термометр уже с российскими сертификатами. Так. 36,6. Смотрите, 36,6. Ну, давайте еще раз для точности измерения сделаем еще замер. То есть ртутным вообще мне идеально все показывает. Ну, разница получается в 0,1 градуса. В 0,1 градуса. Кстати, сейчас интересно, давайте во рту.
Ну, как я вам буду что это самое говорить? Ну, давайте попробуем. Какая температура тела во рту? К сожалению, говорить я не смогу, поэтому, ну, что-нибудь я думаю, мы с вами посмотрим какие-нибудь картинки. Здесь книжка интересная, может, кому будет интересно на картинке посмотреть. Извините, что вот так вот приходится говорить, потому что у нас уже сейчас время 11 часов 25 минут. Уже, значит, спят люди многие, поэтому надо вот так вот полголоса говорить. Так, сделали измерение. Это вообще непонятно. 37 десятых. Опять поднялось. Ну вот как вот верить, я не знаю. Смотрите, 37. Да что поделаешь-то, а? О, Господи. Так, давайте вот этим вот. Сейчас я его стряхну. Вот стряхнул до 36. Стряхнул. Давайте сделаем. Последний сделаю замер. Мне уже что-то начинает надоедать. Ну, то есть, вы видите, да? Только 5 минут назад мерили. Он показывал 36,6. Сейчас 37 градусов. Или как-то он плохо касался, или что, или был не прогретый. То есть он, получается, когда прогревается, он более точно начинает показывать. Хотя вот в этой инструкция идет, как написано. Перед использованием продезинфицируйте салфеткой. Встряхните термометр, на дисплее постоянно отобразится результат предыдущего измерения с символом L меньше. Так, приступите к измерению согласно выбранным способам. До 1 минуты написано. Оральное ректальное измерение. Аксиллярное до 5 минут. Ну, то есть то, что его надо прогревать, ничего не говорится про это. Короче, капец, ну вот как вот. Не может же у меня так быстро температура прыгать вверх-вниз, 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 вверх-вниз. Нет, конечно. Это, наверное, у каких-то ящериц, хамелеонов, у них довольно быстро саморегуляция идет температурой тела, да, у них, ну, так у них организм устроен, да, у млекопитающим, которым человек принадлежит, тоже у них немножко другой обмен, и температура меняется по другим немножко законам. Так, ну что, кто там еще смотрит? 1 смотрит, 2 лайка, час, 1 час, 3 минуты идет стрим. Сегодня 2 февраля 2022 года. Год тигра наступил вчера по китайскому календарю. Так что, кто отмечает, всех с праздником, с китайским Новым годом. Действительно наступил год тигра. Вот уже точно. Ну, у нас как бы принято там год тигра, Новый год, 1 января встречать уже что-то там такое, да, соответствующую атрибутику, покупать какие-то символы тигра и так далее. Но оказывается, чуть позднее, вот в этом году месяц, разница между 1 января и, значит, Григорианским Новым годом и вот китайским Новым годом. Каждый год разное это время, разная разница, потому что в Китае у нас традиционный это лунный календарь, и у него, соответственно, зависимость от лунных месяцев, поэтому оно прыгает. Это дата проведения китайского Нового года. Так, ну что, промерил он там у меня, промерил. Посмотрим. 36,6. Ну давайте еще поддержим. Пару минуток. И потом во рту померяем, насколько температура во рту отличается от температуры в подмышечной зоне. Так, мне надо, наверное, их
протереть салфетками чистыми, чтобы, соответственно, в рот не занести каких-нибудь микробов и проглотить их. Так. Чат видны все сообщения. Все, пока никого нету. Люди подключаются, отключаются. Ну, такое как бы немножечко нудное, да, это мероприятие. Замер этот. Ну, так что давайте посмотрим, сколько градусов. На градуснике ртутном 36,6. Все, вот 36,6 ртутный термометр нам показал. Теперь я... А это 37 показывал. Ну как вот? Ну я не знаю. Вот эти ртутные все три термометра, они одну температуру показывают. А этот вообще что-то то одно, то другое, блин. Ну я не знаю. Я не знаю. Есть вот такой еще термометр интересный. Смотрите, какой он. Ох, какой он бледный. ГОСТ. Тут еще ГОСТ российский стоит. И написана дата 1978 год. Первый, это что, первый месяц, да? Вот такой тоже ртутный. Но у него показания от 0, да, даже от -5 до 100 градусов. Он такой лабораторный специальный термометр. Ну, давайте померяем вот им, сколько он мне градусов намеряет. Сколько градусов намеряет под мышкой. Интересно, да? Но у него точность измерения совершенно другая. Он не меряет вот эти десятые доли градуса, поэтому, ну, примерно можно там посмотреть, что он покажет. На нем, к сожалению, вот эта погрешность не написано, с какой точностью он меряет. Но ртутные термометры, они довольно точные, в отличие от этих вот комнатных термометров, которые с спиртовым там наполнением каким-то. Тех погрешность больше. Сейчас, кстати, я обратил внимание, много термометров определенных в Китае есть, продается. Те вообще что-то непонятно, что показывают. Бывает то одну, то вторую. Там особых проверок, сертификации термометров нету, поэтому они могут вам все что угодно показать. А вот, допустим, уличный термометр у нас, он от плюс 50 градусов до минус 50 градусов. Вот в таком широком диапазоне температур он должен вам точно показывать. Ну, соответственно, те, которые дешевые, китайские термометры, у них погрешность очень большая, и на вот этих больших перепадах, где минус 40, минус 50, они уже начинают очень хорошо врать, эти термометры. Так что непонятно, верить этому, не верить. Так, ну что у нас? Сколько вот этим показывает? 36 и... все, надо заканчивать. 36, у него быстро уходит, у него не держится. Это столбик 36 и где-то 36,5 он показывал. Он держится, он уходит вниз. Ладно, это у нас не то. Не то. Так, все собираем. Это термометр ртутный, стеклянный, лабораторный, от 0 до 100 градусов. Плюс, соответственно, ГОСТ 73-го года. В лабораториях таких вот раньше применяли. Так, ну и что, давайте этот замерчик сделаем у нас во рту. Сколько градусов? Так, вот так вот. Ага, там обычно выше температура. Так, я не смогу, к сожалению, ничего говорить, поэтому... Угу. А под языком его надо.
Мгм. 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 Так, все, померили во рту. Так, температура во рту у нас 36 и 0,6 градуса. Так, теперь вот этим термометром нашим чудо измерительным. Сначала, наверное, вот этим померяем. Электронным, бесконтактным. Так, включился. О, 37,6. 37. 36,9. Пока рот открываю, у меня температура падает. 36,9. Так, это 36,6 показал. Теперь ртутный. Ой, это без... Этот термометр включаем. Так, что он там? Старые данные пока вот так вот все показывает. Делаем замеры во рту. Мгм. Мгм. Мгм.
Угу. 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 Так. Так. Прогрел, давайте 36,4. И сейчас вот точный замер сделаем. Угу. 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 Так, 36,5 показывает. Ну, примерно разница с этим в 1,1 градуса, да? 36,6. Ну, где-то одинаково. Вот сейчас вот одинаково. Ой, короче, не поймешь, вот поэтому вот эти берите ртутные градусники, да? Ртутные градусники, они более-менее точно меряют. Вот этот то одно показывал, то другое что-то. Сейчас давайте еще раз смеряем. Вот сейчас вот еще раз смеряем. Так, как так выключаешь, так вот. Так, включил, да? Так, память, это память какая-то. Оп, так вот, да? Угу. Угу.
Мгм. Так, еще немножко. Еще немножко. Делаем замеры. Но я хочу посмотреть, насколько точно все-таки. Так. Записит, как я вынул. Угу. Угу. Так, запищал, и вот смотрим, сколько, 36,5. Вот таким вот образом. Ну, вроде бы правильно показывает. Иногда что-то неправильно. Я что-то неправильно делаю. Ладно. Как показывает, но чтобы точно измерить, надо вот им померить, и еще вот этим каким пунктом. Тогда вы точно будете знать, что у вас вот такая температура. Если два термометра показывают одинаковую температуру, значит уже можно верить, в общем. Так, ну что там, батарейка у меня уже села. Так она половине была. Ну что, короче, прошло с момента вакцинации уже более 12 часов. Поэтому у меня, в общем-то, голова ничего не болела, ничего не ломила. Ну, еще днем поспал. Как бы и, в общем, нормальное ощущение. Никаких побочных каких-то ощущений у меня нету. Ни здоровья, там насморк, кашля, горло, все нормально. Поэтому, ну, наверное, дольше ждать уже реакции и не будет никакой, да, на прививку. Уже в течение суток, если какая-то отрицательная была бы, то мы почувствовали. Так что, в общем, все нормально. Ревакцинировались от короны. Вот такой сертификат есть. И здесь сделали отметочку. Вот отметочку сделали, что, пожалуйста, у меня сегодня произведена ревакцинация. Пожалуйста. 2.02.2022 года. Все, спутник Лайт на полгода. Следующую вакцину мне надо будет делать через полгода. Ну, посмотрим. До того времени надо дожить, в общем-то, да. Так что, кто не ревакцинировался или вообще не вакцинировался, ничего страшного, делайте. Вот видите, да, у меня ничего не произошло ужасного. Ни температура не поднялась, ничего. Поэтому сейчас, в общем-то, даже все нормально стало. О, ладно, все, спать охота. У нас уже время, сейчас вам точно скажу. 11 часов 49 минут. 11 часов 49 минут. Так, температура какая за бортом на улице, сейчас вам скажу. О, 30 градусов. На улице минус 30. Минус 30. В общем, жарко. В общем-то, для Якутска это вообще классная погода. Июль, вернее, этот самый январь теплый. Хороший месяц. Ага, ну посмотрим, как вот февраль будет еще у нас, который только начался. Так что всем пока. Здоровья, мира, дружбы. Всем хорошего настроения. Ну и что у нас осталось еще? Завтра четверг, пятница. 2 дня поработать, кто пятидневочка, да, и потом уже будут выходные. Если удастся, мне вечером в пятницу, может, стримчик тоже сделаю с улицы. Посмотрим, походим с вами. У нас уже солнце заходит позднее, поэтому посмотрим, как будет Якутск у нас выглядеть. Ладненько, всем пока, до новых встреч.